В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах к этому часу. Инспекторы Россельхознадзора посетили круглогодичный тепличный комплекс в селе Ой Хангаласского улуса и оценили условия работы на новом агропредприятии. В Аймяконском районе стартовал год культуры и традиций. Ключевым событием стал ярмарка-конкурс соцкультурных проектов. В Якутске на озере Сайсары проходит конкурс ледовых скульптур. Опытные мастера из различных районов республики создают композиции на любую традиционную тему. Возможности нового морского порта Найба в Булунском районе Якутии планируют использовать для возведения уникальной атомной станции малой мощности. Как сообщил заместитель президента, председатель правления ВТБ Валерий Лукьяненко, этот проект станет мощным стимулом для развития добывающей промышленности и обеспечит растущие потребности региона в тепле и электроэнергии. ВТБ рассматривает вложения в порт в объеме до 10 миллиардов рублей. При этом общая сумма выделенных банков средств на проекты Арктической зоны и Североморского пути уже достигнула 700 миллиардов рублей. Порт Найба должен стать ключевым транспортным хабом, связывающим отдаленные районы Якутии с Северным морским путем. Инспекторы Россельхознадзора посетили круглогодичный тепличный комплекс в селе Ой Хангаласского улуса. Специалисты оценили условия работы на новом агропредприятии. Этот комплекс открылся совсем недавно, в конце прошлого года. На площади в 1000 квадратных метров здесь выращивают огурцы сорта Мева, которые уже поступают на столы жителей района. Нынешний визит инспекторов ознакомители. Вместо строгой проверки – консультация. Сотрудникам теплицы подробно разъяснили законодательство, каких вредителей стоит опасаться, что входит в перечень карантинных объектов и как правильно защитить продукцию, чтобы она была безопасной для покупателей. В дальнейшем данный тепличный комплекс будет включен в план ежегодного мониторинга карантинно-фитосанитарного состояния подкарантинного объекта, в ходе которого будет проводиться визуальный осмотр, а также будут применены феромонные ловушки для отлова вредителей, таких как западный цветочный трипс и томатная моль. Оперативным штабом Якутии продолжается системная работа по обеспечению участников СВО всем необходимым снаряжением и техникой. Ведется работа по поставке высокотехнологичного оборудования и современной экипировки по списку, составленной Республиканской комиссией «Вместе к победе». В них входят системы РЭП, БПЛА, радиостанции, тепло- и электрогенераторы. Также продолжается сбор и доставка адресных посылок и техники для передачи военнослужащим СВО из Якутии. Мы показали военному это командованию, Министерству обороны это оборудование или изделие, так можно сказать, сеткомет, на которую это получил высокую оценку, и мы на сегодняшний день разместили заказ для нашего производителя. Хочу заметить о том, что это изделие, это производство наших якутских производителей. В ходе командировки в зону специальной военной операции делегация Хангаласского улуса во главе с Сергеем Гребневым совместно с Фондом развития Хангаласского улуса доставила 2,5 тонны гуманитарной помощи. Земляки встретились с бойцами из Якутии и передали адресные посылки от родных и близких. Гуманитарная миссия отработала заявки военнослужащих по поставкам дронов, булатов, средств связи и другого необходимого снаряжения. Особую благодарность бойцы из Якутии выразили за долгожданные местные деликатесы и гостиницы из дома. В Амге состоялась встреча семей военнослужащих, погибших в зоне СВО, с активными волонтерами республики Светланой и Владиславом Диадоровыми Лаврентьями. Потеряв сына на фронте, они посвятили себя помощи другим семьям, делясь опытом психологической реабилитации и социальной адаптации. Светлана Владимировна провела для матерей встречу в формате душевной беседы за чашкой чая, где каждая смогла поделиться своими переживаниями. В то же время Владислав Диадоров-Лаврентьев встретился с отцами района, призвав их объединить усилия и вступить в республиканскую общественную организацию «Быть воином, жить вечно».
Вы решили создать в каждых улусах общественное движение именно отцов погибших участников СВО. Имеем мы такую эмблему «Быть воином, жить вечно». И организация в улусах общественное движение – это объединить всех отцов, чтобы они не потерялись в горе, в одиночестве, всех объединить и чтобы участвовали во всех общественных мероприятиях улуса. В Аймякутском районе торжественно открыли Год культуры и традиции, Год культуры в Якутии и Год единения народов России. Одним из ключевых событий стала прошедшая в Устнере ярмарка, конкурс социально-культурных проектов, организованная при поддержке главы района. В конкурсе проектов приняли участие творческие коллективы, некоммерческие организации, национальные общины, учреждения культуры. Перед экспертным советом стояла нелегкая задача – выбрать лучшие проекты. Привлек внимание проект жителя села Ичугей Алексея Заболоцкого о зарождении древней традиции. Нужно пояснить, что в Аймякутском районе до последних лет не водились караси, и только совсем недавно зарыбили несколько озер. Опыт удался. Проект Алексея называется «Первая мунха в селе Ичугей». Очень быстро возобновляется, популяция быстро растет, и надо таким способом их поймать, чтобы биологически они существовали долго. Поэтому именно придумали такую традицию. Тем более в этот год, в год единства народов России, в год культуры и традиций в Якутии и Аймякутском области. Мне кажется, как никогда кстати этот обряд, эта традиция. И я думаю, что наше население нашего села уже готово. По итогам конкурса проекты-победители включаются в календарный план Года культуры и традиций Аймякутского района и получают финансирование. Где-то на сумму 800 тысяч было распределено 10 основных грантов, плюс еще дополнительные гранты по 50 тысяч. Поэтому надеемся, что по всем этим направлениям будут вестись много работы. Охвачено, я думаю, фактически весь спектр работ. В Аймякутском районе под словом «традиция» мы воспринимаем не только традиции народов, но и традиции предприятий, которые здесь работают, в том числе золотодобывающих предприятий, потому что каждое предприятие, каждый район имеет свои корни и истории, и им будет предоставлена сцена нашего ДК «Металлург», где они смогут предоставить историю своего коллектива. Поддержка гражданских инициатив и реализация социально-культурных проектов становится еще одной традицией общественной жизни района. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Устнера. В Верхневилюйском улусе прошел 13-й региональный конкурс молодых педагогов «Урдук-Дабан», приуроченный к 150-летию системы образования района. Мероприятие, которое ежегодно принимает Харбалахская школа имени Николая Золотарева Якутского, собрало 20 участников из 4 улусов. Молодые специалисты со стажем до 5 лет демонстрировали свои профессиональные компетенции и умения внедрять современные цифровые технологии в учебный процесс. По итогам 3 этапов абсолютным победителем была признана учитель английского языка Верхневилюйского СОШ номер 2 Наталья Петрова. Было бы здорово, если бы формат данного конкурса немножко расширился, продолжительность конкурсных испытаний увеличились бы. Мы бы хотели, чтобы были задания, испытания, связанные с методикой преподавания. Да. Многие молодые учителя иногда допускают ошибки, и при подготовке к методическим конкурсным испытаниям учитель изучает определенную технологию, развивается, и это очень даже хорошо. В Якутске на озере Сайсары проходит конкурс ледовых скульптур. Опытные мастера из разных районов республики создают композиции на любую традиционную тему, отображающую эпос, культуру и быт народов Якутии. Подробнее о конкурсе и новом ледовом парке Сайсары в следующем сюжете. Озеро Сайсары считается колыбелью якутского народа, где, по легенде, обосновались первопредки в долине Тымада. Считается, что озеро названо в честь пожилой эвенкийки, чью урасы увидели первые пришедшие из народа Саха из Забайкалья.
итоге будет девушка Сайсары, Сайсарыко. Она будет выходить из волн, прямо с озера выходящая будет. Что самое сложное оказалось? Вот сейчас у нас погода немножко все-таки лучше, да, чем зимой. Я знаю, что это уже конец сезона. Что сейчас вот самое такое можно отметить? Ну, не знаю, сейчас именно в ледовой скульптуре самое сложное это, конечно, погода, да. И инструменты у нас все свои имеются. В основном погода только будет. Когда 50 градусов будет, ну, работать тяжелее. То есть сейчас считается очень даже комфортно? А сейчас уже очень жарко даже. Всего 16 экспозиций. Это эпизоды из эпоса Олонхо, легенд, преданий, образы божеств, ботуров, животных, а также традиционные символы и обереги. Ледовые скульптуры – декоративная часть нового ледового парка отдыха и семейного досуга Сайсары. У нас опыта нету, вот поэтому мы начали конкурс скульптур. Призовой фонд победителю 100 тысяч, в втором месте 80 и третьем 60. И каждой команде поощрительный приз 30 тысяч рублей. У нас будет тут коньки, квадроциклы, картинг, еще 5 у нас горок и бананы. Первое преимущество – это то, что наше население вот Октябрьского и Сайсарского округа в доступности будут времяпровождение свое проводить на свежем воздухе весной. Очень прекрасно, и отдельно хочу отметить, что все скульптуры у нас на тему Саха по национальному стилю, колориту. Будет очень красиво смотреться после окончания этих фигур. Горожане и гости столицы смогут увидеть ледовые скульптуры 14 февраля. В этот же день состоится торжественное открытие нового ледового парка Сайсары. Продолжая тему народных легенд, по поверьям народа Саха, у мифического быка холода 12 февраля выпадает первый рог, что знаменует отступление крепких морозов. И, как свидетельствуют года, погода действительно улучшается. А это значит, что наступает сезон уличных забав. Марферина Алексеева, Нюргун Старостин, Якутск. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.